Добрый день! Сегодня расскажу вам о жорнове, ручной мельнице. Ручная мельница является простейшим и малопроизводительным приспособлением. Основной ее частью является нижний и верхний жорнова, таз, обычно каменные, устанавливаемые на высоких подставках. Жорнова в зимнем жилище устанавливали на левой хозяйственной половине за печью, а на летной усадьбе чаще в амбаре. Подставку делали обычно в виде стола высотой примерно 70-80 см и помещали плотно к стене. Нижний жорнов с железным стержнем в центре неподвижно укрепляли посередине столешницы подставки, вокруг замазывали глиной. На этот стержень надевали четырехгранный железный или деревянный брусок с отверстием в центре. Брусок имел длину примерно 10 см, ширину до 3,5 толщину до 2,5 см. В середине нижней стороны верхнего жорнова выдалбливали углубление, точно соответствующее этому бруску. Ухватив палку, крутили жорнов против часовой стрелки. Зазубрины на верхнем и нижнем жорновах по мере стирания периодически наносились вновь ударами топора. Жорнова имели в диаметре от 40 до 50 см, толщина нижнего 5-7, верхнего 6-8 см. Иногда ручка в виде вертикального колыша укреплялась в углубление, выдолбленное на краю верхнего жорнова. Такие чаще встречались в вилюйских улусах. Этот жорнов, ручная мельница, находится в нашем музее. Его коробка сделана путем выдалбливания из лиственницы, поэтому имеет цилиндрическую форму. Мука после помола накапливалась на коробке, сделанной внизу.